в окно. Нас оно торопит в класс, ведь занятия у нас. Все расселись по местам, никому не тесно. По секрету скажу вам, будет интересно. А теперь, ребята, давайте вспомним то, что мы с вами изучали до этого. Диктант, да? Нет. Все живые организмы состоят из органических и неорганических веществ, Руслан? Да. Отлично. Органических веществ насчитывается в мире 30 тысяч, Кирилл? Да. Нет. Больше. Больше. Значит, ответ Нет. нет. Хорошо. Неорганических веществ насчитывается в мире 20 тысяч, Жансая? Нет. Хорошо. Среда вещества бывает кислая, щелочная и нейтральная? Пожалуйста, Жена. Да. Молодец. Индикаторы – это вещества, изменяющие свой цвет в зависимости от среды раствора, Жансая? Да. Красавица. Сок свеклы является химическим индикатором? Да, нет? Нет, сок свеклы не является. Молодец. Лакмусовый лишайник – это растительный индикатор? Да. Лакмусовый лишайник – это растительный индикатор. Все правильно. Итак, ребята, мы с вами вспомнили то, что мы изучали до этого, да? Органические и неорганические вещества. Немножко повторили. Молодцы. Переходим у нас дальше. Итак, посмотрите, какое интересное стихотворение. После завтрака в субботу мальчик взялся за работу. Мимо кухни промелькнул, в ванную тайком шмыгнул, черпачок достал и мыло, пару баночек красивых, принялся сливать все в кучу. Чтобы жижу помешать, не забыл он ложку взять. Жижа булькает, дымится, радость мальчика искрится. Как вы думаете, чему будет посвящена наша тема сегодняшнего урока? Химия. Химии, да? Так, хорошо. Вот у нас вот такой еще рисуночек есть. Здесь мы что видим? Моющие средства, да? Для уборки. Так, хорошо. Итак, ребята, у нас действительно сегодня только бытовая химия, то, что нам так необходимо в жизни. Раздел «Вещества и материалы». Тема урока «Бытовая химия». Цель урока – объяснять области применения продуктов бытовой химии, правила безопасного обращения с ними. И цель урока – объяснять области применения продуктов бытовой химии, знать правила безопасного обращения с ними, называть функции и средства бытовой химии, использованные дома, приводить примеры влияния продуктов бытовой химии на окружающую среду и здоровье человека. Давайте мы с вами откроем тетрадочки и запишем число в тетради. 11 декабря. Тема урока «Бытовая химия». Отступаем положенные клеточки. Бытовая химия. Итак, ребята, посмотрите, у нас с вами есть план урока. А именно, нам сначала надо узнать, что такое бытовая химия, затем узнать, что, как произошло. Понятие бытовая химия – это история, классификация средств бытовой химии, основные рекомендации по применению средств бытовой химии, состав бытовой химии и их воздействие на организм, безопасность их хранения и первая помощь при отравлении. Для этого я вам раздам вот такие вот рабочие листы. Сейчас вы тетрадочки свои можете закрыть. Итак, ребята,
находите, где у вас термин, определение, бытовая химия. Давайте мы с вами постараемся определить, что же такое бытовая химия. Может быть, у кого-то есть предположение, что такое бытовая химия? Это средства для дома. Средства для дома. Все правильно, для уборки дома. И не только для уборки дома, да? Так, хорошо. Откройте учебник, страничка 129. Так, подождите, немножко ошиблась. Вот она. Ребята, 138 страничка. Так, пожалуйста, кто у нас прочитает, что такое бытовая химия? Бытовая химия – средства по уходу за одеждой, помещение автомобиля. К средству бытовой химии также относятся дезинфицирующие средства, клей. Все правильно. И вот это определение запишите себе в рабочий лист. Что такое бытовая химия? Бытовая химия – это определенный набор моющих веществ и чистящих средств, которые необходимы для уборки и ухода за сантехникой, мебелью, одеждой и другими предметами быта и повседневной химии. Бытовая химия – средства по уходу за одеждой, помещениями, автомобилями. К средствам бытовой химии также относятся дезинфицирующие средства, клей. Все правильно. Итак, ребята, давайте теперь узнаем, как же у нас складывалось знание о бытовой химии. А оказывается, у нас история бытовой химии насчитывает около 3000 лет. Впервые в тот момент люди познакомились с мылом. И упоминания о нем содержатся в Талмуде и Ветхом Завете. Вот вы видите различные картиночки, да, где люди используют различные бытовые средства. Вот у нас без бытовой химии написать на папирусе было невозможно. История. Товары бытовой химии имеют очень древнюю историю. Освоенные в древности процессы солеварения, окраски тканей, приготовления рисовальных красок и другие свидетельствуют о том, что уже в те давние времена были созданы достаточно сложные способы получения многих продуктов, которые потребовались людям не только в повседневной жизни в быту, но и нужны были им и для творчества, и для удовлетворения эстетических потребностей. В древних рецептах описаны рекомендуемые для этих целей смеси, сделанные из льняного и кедрового масла. В конце XII века для полирования полов начали использовать твердый пчелиный воск. Воск использовали вплоть до 1850 года, когда появился первый жидкий полирующий препарат на основе пчелиного воска и скипидара. Ребята, а найдите данные у себя в учебнике из истории химии. Может быть, там у вас какой-то портрет есть? Итак, пожалуйста, Женя, читай. Фридрих Хенке 1848-1929 является создателем первого в истории стирального порошка. Вот видите, оказывается, да? Первый стиральный порошок создали. Так, переходим дальше, ребята. Итак, средства бытовой химии. Что же это такое? Сейчас я вам раздам вот такой кластер. Средства бытовой химии. Так, ну-ка посмотрите, о чем там речь, какие там средства применяются. Пожалуйста, какие средства применяются? Косметические средства, средства для стирки и мытья, напитыватели, дезинфицирующие средства, клей, парфюмерия, чистящие средства, лаки и краски. Лаки и краски. Теперь посмотрите, к нам в гости
Вот зашли вот такие вот небольшие какие-то картиночки. Я вам предлагаю разделить эти картиночки на лаки и краски, на парфюмерию, если таковые у вас будут. Постарайтесь разгруппировать эти картиночки. Вот, ну, Пожалуйста. вот что, шампунь. Да, разделите, что относится к моющим, Вот где было. мыло, отдельно гигиеническим. То есть у вас средства для посуды есть? Да. Есть. А почему их надо отделить от шампуней? Они же отличаются. Мы же не можем средством для мытья посуды помыть голову. Вот, вот, вот. Вот. Вот еще вот. Вот, хорошо. Для средства для посуды. Итак, разделили, да? Да. Огромное количество. Это только маленькая доля, да, здесь у вас? Да. А теперь, ребят, у себя на рабочем листе выполните задание 2. Какие у нас бывают средства для применения в быту? Кто у нас будет диктовать? Пожалуйста. Косметические средства. Косметические средства. Лаки, краски. Записывайте себе, не забывайте. Средства для стирки и мытья. Отлично. Пятновыводители. Хорошо, записывайте себе. Угу. Еще какие есть средства? Чистящие средства. Чистящие, да, средства МК? Угу. В туалетной комнате. И осталось только жидкость. И парфюм. Парфюм, да? Так. Все выделили? Так. Хорошо, ребята. Смотрите, что у вас на рабочем листе написано внизу. Ну, с продуктами бытовой химии необходимо обращаться с осторожностью. С осторожностью. Пожалуйста. Кто у нас в этой доске прочитает? Пожалуйста, Кирилл. Бытовая химия может стать причиной заболеваний незначительным употреблением в быту моющими и чистящими веществами может происходить время от времени прекращение действия отравляющих веществ сулит скорое выздоровление через неделю. Слабые концентрации содержания веществ содержащих веществ могут привести к хроническому отравлению. Человек практически не замечает негативного влияния, но сочетание признаков может привести на мысль о характере отравления. Все правильно. Ребята, пожалуйста, смотрите у нас опасные химические вещества, входящие в состав бытовой химии. Пожалуйста, Руслан, иди озвучь нам эти вещества. На какие 3 категории делят и какие вещества в них содержатся? Косметические изделия во многих видах продукции и системах по уходу за ногтями используется формальдегид, токсичный бесцветный газ, который является раздражающим веществом с канцерогеном. Средства для мытья посуды по своему составу мало отличаются от стиральных порошков. После мытья посуды на ее поверхности остается от 20 до
процентов моющего средства, которое представляет опасность для здоровья человека. Синтетические моющие средства, все изготовленные из нефти, содержат фосфаты и агрессивные отбеливающие средства, красители, консерванты и те другие. И так далее. И так далее. Мгм. Порой ни пациент, ни врач не догадывается, насколько серьезно влияет на наше здоровье бытовая химия. Да, ребята, и вот сейчас я вам раздам несколько картиночек, чтобы вы ознакомились, какие же проблемы нам сулит бытовая химия. Посмотрите, расскажите каждой о своем проблеме, какая у вас показана о влиянии бытовой химии. Пожалуйста, Кирилл. Мытье рук, Мгм. Что может при мытье рук вызвать? заражение. Мгм. Если какой-нибудь химический химикат может попасть в кожу и привести к болезни. Привести к болезни. Так, пожалуйста, кто следующий? Ну, Пожалуйста. можно заболеть. Покажи его, пожалуйста. Вот. Можно Вызвать заболеть. аллергию, да? Да. Вызвать аллергию может что-то. Пожалуйста, Женя, что у тебя? Моющие средства, которые опасные, могут вливаться в воду, и она становится грязной и опасной. Отлично, хорошо. Так, Инкар, показывай, что у тебя там. Мыть посуду. Мыть посуду только что в перчатках. А, Глаза могут заболеть от если глаза попадет в мыло, то они заболят и на окружающую среду, да? да. Вот. Может погибнуть живое в воде, да? Пожалуйста. Можно еще вызвать аллергию на моющие средства, если не работать в перчатках или в одежде. Случайно попадет на кожу, да? Так, хорошо. Кто еще хочет показать? Могут быть проблемы с желудком. Получить отравление, да? Угу. Так. И после того, как вы что-нибудь поели или попили, там остается когда помоете, там остается 20 или 40% средства для мытья посуды, но нужно помыть зубы. Ой, почистить зубы. Почистить зубы. Так, хорошо. Предохранение. Еще Так. то, что если, например, освежать дом, например, освежитель воздуха, то если это попадет в глаза или в организм, то можно заболеть или отравиться. Так, хорошо. Молодцы, ребятки. Справились очень хорошо. Так, посмотрите. У нас есть правила безопасной работы с бытовой химией, да? Так, кто у нас, Жансая? Ну-ка, иди-ка нам озвучите правила безопасной работы. Правила безопасной работы с бытовой химией. Первое. Все препараты следует применить только по прямому назначению, строго соблюдая инструкцию и рекомендации по их использованию. Второе. Применять нужно только препараты, купленные в магазине и имеющие этикетку на упаковке. Третье. Все средства бытовой химии, даже если это обычный стиральный порошок или сода, следует хранить в доступных для детей места и обязательно отдельно от Пищевых. пищевых продуктов. Четвертое. После совершения работ обязательно следует проверять
проветрить помещение. Пятое. При работе с препаратами, содержащими агрессивные химические вещества, кислоты, щелочи и другое, надо надевать резиновые перчатки. Шестое. Нельзя наклоняться низко над сосудами и химическими веществами, нюхать их сильно вытягивая воздух. Втягивая воздух, да? Итак, ребята, вот у вас еще что необходимо делать, чтобы не пострадать от химического воздействия нашей бытовой химии. Итак, какие вы здесь картинки видите? Расскажите, пожалуйста. Не храни возле продуктов питания. Угу. Закрой и спрячь в надежное место. Убери опасно. Так, хорошо. Итак, ребята, мы усвоили, что нельзя продукты бытовой химии хранить рядышком с продуктами питания, да? Что это может вызвать у нас? Отравление. Так, хорошо. Так, здесь у нас еще как избежать отравления препаратами бытовой химии. Никогда не пользуйся незнакомыми препаратами бытовой химии. Не пей жидкости из незнакомых бутылок и банок, особенно если они испачканы, стоят на полу или в укромном месте. Не пользуйся спичками и открытым огнем рядом с банками или бутылками с резким запахом. Храни химические вещества в закрывающихся шкафчиках. Увидев, что краску или лак перелили в другую бутылку, сделай на ней предупредительную надпись. Храни аэрозольные баллончики в вертикальном положении в прохладном месте. Не распыляй их вблизи открытого огня. Итак, ребята, рекомендации. Если ты получил химический ожог, сними одежду, смой химикаты с кожи. Держи пораженное место под холодной водой не менее 20 минут. Наложи свободную повязку, обратись к врачу. Нельзя использовать химикаты не по назначению, смешивать одни вещества с другими, нагревать аэрозольные баллончики, бросать их в огонь даже после использования. Давай играть детям. Всегда сохраняй спокойствие, да, ребята? Это нам так необходимо. Ну, а теперь, так. Прилетела к нам наша Розалинка. Везде наша роль читает, да? Вот это. Ну-ка, надо спутом вот тоже присоединилась. Женя сейчас притворит все у нас, да? Женская поможет. Молодцы, ребята. Отдохнули, да? Отдохнули. Молодцы немножко. Итак, смотрите, ребята. У нас необходимо теперь выполнить третье задание. Соотнести продукт с его назначением. То есть, освежитель воздуха, какую функцию выполняет, стиральный порошок, какую функцию выполняет краска, моющие средства. Давайте, кто из вас самый быстрый у нас? Проверим сейчас. Все, да? Пожалуйста, Жансая у нас первая. Озвучь. Освежитель воздуха, устранение неприятного запаха, стиральный порошок очищает вещей от загрязнения, краска окрашивание поверхности, моющие средства для посуды, удаление жира и загрязнений. Все правильно. Ребята, все согласны, что это так? Да. Ну а теперь посмотрите, у нас осталось еще задание.
У нас бытовая химия делится по агрегатному состоянию. Да? На какие агрегатные состояния бытовая? На твердые, на жидкие и Да-да. Газообразные? А если подумать хорошо? распыляющие. А если подумать хорошо? Твердые. Твердые, жидкие, А посмотрите, вот здесь вот так. распыляющие. На какие? Сухое. Порошкообразные, да? Молодцы. Сейчас вот эту табличку вы заполните. Это какие средства применяются у вас дома, какую функцию они выполняют и какие правила техники безопасности нам необходимо соблюдать. Итак, Руслан, какое средство бытовой химии есть у вас дома? Ну, мыло. Мыло. Пожалуйста. Что надо, какую функцию выполняет мыло? Очищает грязь. Вот это мы записываем. Ну, пожалуйста, кто озвучит свою табличку? Пожалуйста, Кирилл. Мыло твердое, очищает руки, и с ним нужно быть очень осторожным, и нужно хранить его в мыльнице. Мгм. Так, хорошо. Гель для душа очищает кожу и голову, закрывать глаза при мойке. Ну как, когда в душе. Хорошо. И освежитель воздуха. Освежает воздух, не находиться в комнате долго. То можно получить заражение. Заражение или... Или Мыло твердое, очищает рук, нельзя есть мыло. Ой, молодец какой. Шампунь жидкое, очищает волосы от грязь. Нельзя глотать шампунь, то будет живот болеть. Молодец, Женя. Освежить воздух газообразное, чтобы не было запаха, а вонить. Нельзя много пшикать, то будет странный запах. Молодец, Женя. Пожалуйста. Что у нас, Руслан? Мыло твердое отмывает пятна, хранить в недоступном для детей месте и хранить в мыльнице. Шампунь жидкое моет голову, не открывать глаза, когда вы моете голову. Освежитель воздуха очищает воздух, не пшикать в глаза. Так, мыло очищает грязь, шампунь моет волосы, порошок очищает вещи, мыло осторожно пользуется, чтобы не попало в глаз, и шампунь хранить в недоступном месте и не хранить возле продуктовым питанием. Так, хорошо, отлично. Так, ну-ка, пожалуйста, что у нас, озвучьте, что здесь такое? Помните, что любое вещество может быть опасным, если обращаться с ним неправильно. Все правильно, молодцы. Ребята, вы работали сегодня на уроке просто хорошо. Вы такие умницы. Постарайтесь оценить себя. Насколько вы сегодня наработали? все. Все. Наработали все на 8 баллов, да? На 9 нету никого. Молодцы, ребята. Ну а теперь давайте, пожалуйста, мы с вами проведем рефлексию. Что нового ты узнал? Я узнал, как правильно пользоваться с бытовой химией и
что ну, можно получить от нее отравление. Хорошо. Как ты думаешь, ты была активной сегодня? Да. Я думаю, что я была активной. Что тебя удивило? С подружки. Подружкой, да? Хорошо. А как ты думаешь, ты был активным сегодня? Да, мне кажется, я был активным. Что больше всего запомнилось? Мне больше всего запомнилась бытовая химия. Бытовая химия, да? Что тебя удивило? Меня удивило, что Руслан больше читал. Домашнее задание у нас параграф 25-26. А в своей дневнике запишем домашнее задание. Параграф 25-26 нам необходимо прочитать. Ответить на вопросы после параграфа. И подготовить сообщение на выбор на тему «Химия и гигиена» или «Польза и вред продуктов бытовой химии». На выбор «Польза и вред продуктов бытовой химии». Любое сообщение из этих двух. Так. Вы большие молодцы, работали на уроке хорошо, оценили вы себя сами, у всех получаются пятерочки у нас, да?